Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Спасибо вам, что вы со мной. Мы начинаем новый раздел. Ценности, дружба и любовь. Познакомитесь с новыми понятиями, как однокоренные слова, форма одного и того же слова, корень слова и другие новые темы. Урок номер 26. Тема «Дружба – это дар». Ребята, какое слово зашифровано? Попробуйте разгадать. Из этих букв надо составить слово. И, конечно, вы догадались, что из этих букв можно сложить слово «дружба». Упражнение 192. Ознакомьтесь со значением слова «дружба». Как называется словарь, в котором можно узнать значение слова? Дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов. Значение слова мы узнаем в толковом словаре. Рассмотрите рисунок и назовите имена героев. Что вы знаете о них, из какого они мультфильма? Конечно, ребята, вы догадались, это крокодил Гена и Чебурашка. Упражнение 193. Прочитайте предложения, сравните выделенные слова. Почему такие слова называются родственными? Каждому человеку нужен друг или подруга. Не обязательно иметь много друзей. Пусть это будет один друг. Главное в дружбе – верность и готовность прийти на помощь. Ребята, чтобы ответить на вопрос, почему выделенные слова называются родственными, нужно сначала разобраться, что такое корень, что такое однокоренные слова. Вам предлагают обратиться на страницу 146. Корень – это общая часть родственных слов, в которой заключено их основное значение. Однокоренные слова – это слова с одинаковыми корнями. По-другому говорят родственные слова. Сөздің түбірі. В упражнении 193 выделенные слова «друг», «подруга», «дружба». Это родственные слова, потому что у них один общий корень – «друг», «друж». Здесь «г» и «ж» чередуются. Корень выделяется дугой. Подруга – друг, дружба – друж. «Г» и «ж» чередуются. Упражнение 194. Послушайте стихотворение Белоусовой. О чем в нем говорится? Как надо читать стихотворение вслух? Печально, весело, бодро, торжественно? Почему вы так думаете? Дружба – это дар. Дружба – это дар нам свыше. Дружба – это свет в окне. Друг всегда тебя услышит, он не бросит и в беде. Но не каждому дано знать, что дружба есть на свете, что с друзьями жить легко, веселее с ними вместе. Кто без друга прошагал по дороге жизни этой, тот не жил, существовал. Дружба – это мир планеты. Читать, конечно, нужно бодро и торжественно. Дружба – это самое дорогое, что есть у нас. Работа в группах. С чем сравнивается дружба? Найдите эти строки. Найдите строки о том, каким должен быть друг. В каком значении употреблено слово «дар» в заголовке? Как вы понимаете выражение «дружба – это мир планеты»? Выпишите из текста родственные слова и подчеркните в них корень. Выпишите из текста формы одного и того же слова и подчеркните в них корень. Ребята, вам нужно научиться отличать однокоренные слова от формы одного и того же слова. Форма одного и того же слова – это то же самое слово, только в нем меняется только окончание, значение не меняется. Нельзя путать однокоренные слова и форму одного и того же слова. Обратите внимание на таблицу. В первом столбике однокоренные слова, во втором столбике форма одного и того же слова «лес».
Упражнение 195. Выпишите сначала ряды однокоренных слов, затем формы одного и того же слова. Обозначьте корень и окончание во всех словах. Ребята, однокоренные слова – это родственные слова. У них общий корень. А формы одного и того же слова – это то же самое слово, только в разных падежах. Может быть, в другом числе, но значение не меняется. Вода, водный, наводнение, подводный – это однокоренные слова. Говорить, разговор, договориться, говорливый – тоже однокоренные слова. Гость, гостя, гости, гостей – форма слова. Дар, дарить, даренный подарок – однокоренные. Брат, брата, брату, братья – форма слова брат. Молодцы! В первой строке везде надо выделить корень «вот», во второй строке корень «говор» и в третьей строке корень «дар». Упражнение 196. Найдите родственные слова и формы одного и того же слова. Выпишите их. Обозначьте в них корни. Как вы думаете, с какой целью в скороговорке и пословицах используются однокоренные слова? Женя с Жанной подружились. Дружба с Жанной не сложилась. Чтобы жить с друзьями дружно, обижать друзей не нужно. Улыбки недуга не доверяй, злобы в друге не подозревай. Дружный дом, счастье в нем. Родственные слова подружились, дружба, дружно, друзей, недуг, дружный. Выделяем корень друж, друз, друг. Там буквы Г, Ж и З чередуются. Слова «друзьями», «друзей» – это не родственные, это форма слова, просто употреблено в разных падежах. Являются ли ряды данных слов родственными? Исправьте ошибки. Друг, дружба, дружески, дружина. Верно. Сказка, сказочник, сказочный, сказать. Верно. Север, юг, запад, восток. Конечно, это не родственные слова. Книга, книгу, книги, книги. Конечно, вы догадались, это форма слова книга, не родственные. Упражнение 197. Послушайте сказку. Подумайте и скажите, почему этот текст является сказкой. Сформулируйте ее основную мысль. На детей выпишите из текста однокоренные слова. Ежик и звездочка. В одном лесу жил ежик. Ты знаешь, какие обычно бывают ежики. Они любят шуршать по ночам иголками в траве. А этот ежик любил по ночам мечтать. Иногда он делал это не один. У ежика была знакомая звезда. Это хорошо, когда у тебя есть с кем разделить свои мечты. К сожалению, они не могли часто видеться. Иногда им мешали тучи. После разлуки ежик обычно говорил: «Звездочка, я так долго ждал тебя». «Ты же знаешь, насколько сильными бывают иногда обстоятельства», — говорила звезда. «Да, я знаю», — вздыхал ежик. А больше они не говорили ничего. Они тихо мечтали вместе. А когда приближалось утро, звезда говорила: «Мне пора». «Я буду ждать тебя», — говорил ежик. «Я знаю, что это опять будет очень долго, но я все равно буду ждать тебя. Возвращайся скорее». «Я вернусь, ты же знаешь», — отвечала звезда. «Да, я знаю», — улыбался ежик. Это так важно — знать, что тот, кого ты ждешь, обязательно вернется. На каких языках вы можете поздороваться или попрощаться с другом? Ну, на русском, на казахском, на английском, да, ребята?
Укажите верные и неверные ответы. Морфемы – это корень, приставка, суффикс, окончание. Верно. Корнем слова называется общая часть родственных слов. Верно. Дружба, дружбе, дружбу, о дружбе – это однокоренные слова. Неверно, это форма слова. Слова с одним и тем же корнем называются однокоренными. Но если это форма слова, то тогда не подходит. Звезда, звездочка, звездная – это формы одного слова. Нет, это однокоренные слова. Неверно. Упражнение 198. Составьте синквейн к слову «дружба».